Всем привет, дядя Кто, Масера. Сегодня с мамой были снова на Северном, сделали небольшие закупки. Сейчас расскажу вам, что там по ценам сегодня было, и все покажу. Начнем с любимого хлеба, да? Хлеб подорожал, говорят, подорожала мука. Булка хлеба стоит 25 рублей. Вот эти бублики, как бы турецкие, тоже сегодня взяли по 25 рублей. Булочки, по-моему, по 15 были с творогом. Еще взяла красивый такой пирог. Тут мак, повидло, орешки. Все вместе. 150 рублей. А еще кексы взяли. Кексы 5 штук в пакете, 150 рублей, ну по 30 рублей. Ну, конечно, на те кексы советские, они не похожи. Самый любимый мой фрукт — хурма или королев, не знаю точно. Думала, только зимой будет, уже первые увидела. Набрала. По-моему, 130 рублей килограмм стоит. Да, 130 рублей килограмм. Взяли почти 4 килограмма. Огурцы сегодня взяли по смешным ценам. Сначала 2 килограмма для тети взяли по 50 рублей, а потом уже, когда уходили с рынка, нашли по 30 рублей. Такие вкусные, свежие огурцы. Мама уже салат сделала, да? Я еще говорю этому парню, может, и цены перепутал. Нет, говорит, это мои огурцы, я продаю по сколько хочу. А так они и по 100, и по 90, и по 80 разные были цены. В этом году это Феникс огурцов было мало, вот это Феникс огурцов. Да? Ну ты разбираешься. Виноград взяли по 80 рублей. Было и по 100, и по 120. Вот такие яблочки красивые взяли по сколько? По 80, по-моему. Да, по 80 рублей 2 килограмма. Зеленый лучок взяли. 3 штуки на 100 рублей. Потом взяли вот такую зелень, петрушечка и чуть-чуть укроп. Тоже 3 вот этих пучка на 100 рублей взяли. Ну, потрошки, как всегда, по 50 рублей. Это еще не все, уже отдали кошечкам и котикам нашим. Ага, покормили. Так, замороженные у нас были, но мы все равно купили свежие. Вот болгарский перчик, девочки. Он с виду такой не очень красивый. Но все равно я его буду или нарезать, или перемалывать, поэтому я взяла такой. Килограмм по 35 рублей, да? Килограмм по 35 рублей. Дальше, по-моему, был и по 60 рублей, и по 70, не знаю. Это все наши огурцы, которые мы купили по смешной цене. Так, острый перчик взяла. Не знаю, что буду готовить, но пригодится. По 70 рублей килограмм. Был по 80, был по 100. Очень дешево. Сегодня взяла баклажанчики по 35 рублей килограмм. Не огромные такие, средние. Я еще удивилась, что так дешево. В прошлый раз я брала по 50, по 60, а сегодня по 35 рублей. Ну, конечно, наши драгоценные крышечки по 250 рублей взяла. Розовые помидорчики. Тоже небольшие, средние, но вкусные. По 100 рублей взяла. Вот тоже розовые помидорчики. Но это все у одной женщины брала по 100 рублей. Соль взяли 2 пачки на всякий случай по 25 рублей. Так, и бурак. Вот такой красивый, крупный. По-моему, 50 рублей, да, килограмм? Да, 50 рублей килограмм. У парня брали картошку, мешок, и бурак взяли. И немножко морковки. Честно говоря, не помню, сколько килограмм, потому что там 60 или 70 рублей сдача оставалась. Вот я взяла на сдачу морковку. Так, на стол все выкладывать я не стала. Сейчас покажу, что еще взяли. Вот, взяли мешок картошки. Вроде бы зимняя, да? Волгоградская, он сказал. Да, волгоградская. Потом еще взяли вот такую картошечку. Не знаю, чья она, но она была очень вкусная. У нашей знакомой Румисы взяли. Это все наши знаменитые огурцы по дешевой цене. И взяли на зиму лук. Сначала я взяла вот
вот этот пакет 200 рублей за... Девочки, лук взяли по 25 рублей килограмм в пакете на 200 рублей получается. А потом взяли целый мешочек на зиму. Мешок он дешевле тебе дал, по-моему. 20 рублей. Мешок дал по 20 рублей, а так по 22, по 23 рубля было. Ну вот красивый лук по 25 рублей. Это мы взяли первую очередь. Сначала взяли пакет лука и пакет картошки, а потом, когда уже уезжали, решили взять мешок лука и мешок картошки. Все, мы к зиме готовы. Девочки, вот и все наши небольшие закупки. К зиме готовы, с соленьями, вареньями думала уже все. А, я ж забыла, я сегодня 2 варенья купила. Не выдержала и купила сегодня 2 баночки айвового варенья. У нас было разное варенье, но именно айвы не было. Уже открыла одну баночку, очень вкусная, мягкая айва. Да, королек уже мама попробовала, говорит, что очень сладкий. Единственное, девочки, я не купила помидорчики, еще сливки надо было купить. Потому что если буду делать что-то из огурцов и снова из баклажанов, розовые помидоры на это тратить жалко. Ну, посмотрим. Думала, с соленьями закончено на этот год, но насмотрюсь ютуба и хочется приготовить что-нибудь еще. Все, всем хорошего дня, всем приятного аппетита, хороших заготовок на зиму. Всем пока-пока. Вроде все показала. Шуя, тут рано резали. Вяжущий цеховичок. Вяжущий.